На плите закипает чайник, а в кастрюле томятся манты. Крымско-татарская семья переселенцев Джамала Джамхирова готовится к обеду. Они переехали в Драгобыч более года назад. Женщина весь день проводит на кухне, ведь в семье 7 девочек. С утра встаю, детей накормлю, 2 в школу, 1 в медколледж, 2 маленькие у меня 6-7 двойняшки. Я с ними целый день. Не сидим без работы. Хватает работы. Впрочем, их история началась порядка 2 лет назад. Тогда семья переехала из мятежного Крыма на Западную Украину, за 1500 километров от дома. Решение принял глава семьи, а сам отправился на восток, защищать родину. За это время мать с детьми сменили 3 адреса. Сейчас они 8 живут в 2-комнатной хрущевке. Я их просто посадил в поезд, и они поехали в место Львив. Проблемы с жильем для семьи Джамхирова чиновники обещают решить в ближайшее время. В очереди на получение квартиры от государства Джамал – 3-й, как участник АТО и многодетный отец. Сесію міської ради його поставили на чергу, і ми будемо лобіювати і депутати міської ради про те, щоб виділити кошти для закупівлі квартири цій сім'ї. Впрочем, с такой проблемой столкнулась не только семья Джамхировых. Согласно данным общественной организации «Крымсос», только 3% переселенцев из 100 была оказана помощь от государства в поиске жилья. Остальные рассчитывали на друзей и собственные силы. Соціальні гарантії, які зараз надає держава, вони взагалі не відповідають цим потребам. Потреб набагато більше. Щодо якихось інших способів допомоги, то здебільшого все ж таки люди вже не розраховують на підтримку держави. Алим Халилов переехал во Львов в июне нынешнего года. По окончанию университета в Крыму парень получил российский диплом. Признается, что хочет продолжить обучение, однако не может, так как вынужден работать официантом, чтобы оплатить съемное жилье. Я находился в Крыму после референдума 2014 года. Для себя перспектив никаких дальнейших я там не нашел. По словам представителя Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, количество бесплатного жилья во Львове ограничено. Мы разбивали эту и комиссию, и квартплату на несколько этапов, чтобы им это... Но совсем бесплатно оно так не будет работать нигде. Не верьте в это. Оно может работать недолго и закончится. Джамал и его семья, как и другие переселенцы, живут в тяжелых условиях. Но для них есть надежда, потому что он сражался в зоне АТО, и его вопрос будет рассматриваться как один из приоритетных в получении жилья. И в следующем году они смогут въехать в квартиру попросторнее.